Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня у нас в гостях депутат Чорку Кенеша 5-6 созывов, вице-спикер парламента, вице-премьер-министр и сейчас член правления общественного объединения «Женский форум Курак» Алтынай Сейтбековна Умирбекова. Здравствуйте. Здравствуйте. Все с приставкой «экс». Да. Как раз мы сегодня и поговорим о вашей нынешней деятельности, об объединении. Знаете, у меня тайджешки, они занимаются кураком, шьют. Это такая кропотливая работа, требует очень много времени, внимания, усидчивости, чтобы вот эти лоскутки сшить вместе. Ваше объединение тоже собрало вместе предпринимательниц, да? Расскажите, пожалуйста, вот об этом. Да, и не только, получается, предпринимательцы, всех неравнодушных людей, которые хотят продвигать в целом женское предпринимательство, женское лидерство, знают, как это делать, женщины, которые в основном уже достигли каких-то успехов. Сейчас форум расширяется все новыми членами, и это девушки, которые, может быть, впервые делают шаги, но тем не менее настроены также развиваться, улучшаться и вносить свой вклад в развитие в целом страну. И мне кажется, это очень прекрасное объединение творческих людей, потому что там есть женщины, чей бизнес не только ради получения прибыли, а вот, скажем, такой социальный бизнес. Женщины, кто ставит приоритетом получение таких вот других благ, которые вкладывают в развитие культуры, в такие отрасли, которые, может быть, с точки зрения финансовой не так выгодны, но зато они приносят очень большую пользу в целом обществу. Поэтому это вот такой союз большой творческих, наверное, людей. А много сейчас членов объединения? Ну, уже достаточно много, я сейчас даже боюсь ошибиться, но более сотни уже членов, и более того, каждый день круг растет. Желающих растет, те, которые хотят сегодня присоединиться, потому что, ну, это такая своеобразная философия, да, такая, которая объединяет вот успешных женщин и женщин, которые нацелены на успех и быть лидерами в чем-то. А расскажите, как вам вступить можно? Есть на сайте странички, значит, на сайте Курака есть странички о форуме Курака в социальных сетях, там есть условия, анкеты, вот надо все это заполнить, пройти определенные этапы, то есть я думаю, это все вот можно информацию найти, как стать членом Курака. Вот, поэтому всех, кто считает, что по этим критериям подходит, те, кто нацелен на творческое созидание, милости просим. У вас, насколько я понимаю, есть менторы, которые работают с женщинами? Да. В разных направлениях, да, они ведут работу? Да, в разных направлениях, то есть это женщины, которые могут подсказать и в части в целом финансовой устойчивости, женщины, которые могут рассказать вообще, с чего можно начинать, и в целом проводить какие-то мастер-классы уже по определенным направлениям. Вот, в образовательной сфере, в сфере услуг. То есть это разные направления, и набираются вот девушки, эти проекты поддерживаются партнерами по развитию, и такие программы ведутся. Те женщины, девушки, которые сегодня делают свои первые шаги, они могут стать участниками этих проектов, где более уже опытные, которые уже имеют какую-то историю успеха, женщины делятся с ними своими навыками и знаниями. И вот в этом тоже очень большое преимущество, когда вот от человека к человеку можно вот такую работу вести, делиться и вот, скажем так, пополнять ряды успешных людей. Ну, при вашей деятельности вы сталкиваетесь с какими-нибудь проблемами, может быть, с бюрократией? Я думаю, что с этим сталкивается любой предприниматель, наверное, не в целом вот сам форум Курак, а именно члены этого форума, как предприниматели, потому что на сегодня это довольно такая больная тема, когда предприниматели, возможно, не получают в достаточной степени такую поддержку, да, со стороны государства. Вот. И в связи с этим вот форум Курак тоже был одним из инициаторов подготовки этой государственной программы поддержки женского предпринимательства. Поэтому отдельные члены Курак, возможно, сталкиваются с теми или иными препятствиями, барьерами,
которые и так свойственны, да, вот женщинам в силу того, что меньше времени заниматься непосредственно, может, бизнесом, а больше времени уходит на семью, на дом и на другие обязательства. Вот, поэтому, безусловно, они есть, и поэтому это тоже площадка, это такое объединение женщин, которые вот сообща хотят преодолевать эти препятствия. При этом не просто сообща преодолевать, делясь опытом, а еще и вот содействовать в становлении вот этих вот государственных национальных программ. А правительство или, может быть, парламент помогает вам с этим? Ну, со стороны парламента, конечно, здесь необходимо отметить, что с их стороны большая помощь будет в своевременном принятии тех или иных нормативно-правовых документов, законодательства, необходимое сегодня для развития малого и среднего бизнеса. А со стороны правительства вот та работа, которая сегодня ведется нами по подготовке этой государственной программы, это и есть то, на мой взгляд, сегодня успешное сотрудничество форума КУРАК в данном случае и правительства в лице Министерства экономики по подготовке этой национальной программы. Поэтому я думаю, то, что уже сегодня рабочая группа создана распоряжением правительства по подготовке этой программы, это тоже есть шаг вперед. Это есть шаг навстречу. Поэтому мы общими усилиями, я думаю, впервые в истории страны создадим эту программу. А в чем она заключается? Это государственная программа по повышению навыков женщин в предпринимательстве. Проще говоря, программа поддержки женского предпринимательства. Ну, многие могут сказать, почему именно женское предпринимательство. Оно как бы для всех одинаковое, что для мужчин, что для женщин, и условия должны быть одинаковые. Но здесь я хотела бы и опыт других стран привести, и в целом сказать, что любая страна, которая хочет двигаться вперед, она должна женское предпринимательство отдельно рассматривать, отдельно помогать, потому что женщины изначально находятся в неравных условиях. Как я выше сказала, это и обязательства по дому, это семейные обязательства, это гендерные стереотипы, это в целом, скажем так, не всегда подготовленность общества воспринимать женщин, да, как успешных бизнес-вумен, поэтому они нуждаются в отдельной поддержке. И когда государство делает этот шаг навстречу и помогает поддерживать это предпринимательство женское, то, поверьте, эффект, обратный эффект, положительный эффект, он не заставляет себя ждать. И этому есть масса исследований международных, которые уже доказали, что, вкладывая в поддержку женского предпринимательства, государство очень много выигрывает. Выигрывает, потому что женщины, они вкладывают в очень такие важные сектора экономики. Женщины вкладывают в бизнес, который больше, скажем так, социального направления. Это здравоохранение, образование, это сфера услуг, красоты, творчества. Поэтому я думаю, что сегодня наше государство, наше правительство идет в правильном направлении. И если доведем до конца начатое, то есть межведомственная рабочая группа подготовит документ, потом это без таких больших осложнений пройдет этап согласования и будет подписано премьер-министром, то Кыргызстан увидит эту государственную программу поддержки женского предпринимательства, где как раз-таки каждая женщина, которая имеет какие-то намерения, обязательно найдет себя и для себя нужное. Потому что сама программа, ее структура, план действий, он состоит из 5 основных таких разделов. Это доступ к информации, то, что очень важно, потому что многие женщины хотят заниматься бизнесом, но не знают, с чего начать, потому что нет ни школ определенных, эти знания они не получают в школе, финансовые навыки, там, навыки бизнес-администрирования. Следующий этап – это обучение женщин, это обучение их навыкам предпринимательства. Это законодательное регулирование, то есть это внесение определенных изменений в законодательство с тем, чтобы эта поддержка полностью осуществлялась. Это внесение самого понятия женское предпринимательство, его до сегодняшнего дня не было. И, конечно же, это доступ к финансовым ресурсам. Это практически, можно сказать, одна из основных проблем на сегодня. И мониторинг и оценка. Вот из таких 5 больших разделов будет состоять эта программа. К этой программе будет план действий. И если будет подписано, то я думаю, что мы полноценно уже начнем это направление развивать.
Вот. В плане доступа к информации, конечно же, это будут какие-то информационные центры, это будет единый такой портал, где вся информация необходимая будет. В плане обучения мы хотим делать акцент на женщинах, которые только сегодня начнут заниматься, это первые базовые знания. Помогать женщинам, у которых уже сегодня там, из микробизнеса они в малый перешли бизнес, там, да, им еще больше развить свой бизнес, получить какие-то дополнительные стимулы, информацию. И, конечно, это женщины, которые уже в большом бизнесе, чей бизнес, возможно, экспортно ориентирован уже. То есть, я думаю, все категории себя найдут в этой программе. Вот. И самое главное, наверное, что хотелось бы именно о программе сказать, что это социальная, еще раз хочу сказать, программа, которая нацелена в первую очередь на борьбу с бедностью. На борьбу с бедностью, потому что, как правило, в бедности у нас в основном живут женщины и дети. И когда женщина начинает свой бизнес, вкладывая $100, она может заработать еще сколько-то, то, конечно же, все эти свои заработанные деньги она опять-таки инвестирует в свою семью и в детей, в их образование. Вот поэтому, я думаю, эта программа сегодня просто крайне необходима нашей стране. А скажите, есть какие-то сферы, на которые обычно мужчины не обращают внимания, но у вас в объединении они есть? Ну, например, вот сфера прикладного искусства. Наверное, здесь в этой области женщин больше. Это швейное производство, потому что это тоже связано с модой, с дизайном, и, наверное, это тоже здесь больше женский взгляд нужен. Это сфера образования. Здесь тоже больше на нее нацелены женщины. Вот это индустрия моды, вот фэшн-индустрия, это определенные услуги, которые тоже там, да, которые пользуются, наверное, все, и мужчины, и женщины, но все-таки эту сферу возглавляют и стремятся вкладывать в нее женщины. Вот, то есть вот такие вот сферы, они, которые больше свойственны женщинам. Вообще, знаете, сейчас в мире идет такая тенденция, все большие корпорации, какие-то международные такие известные фонды, они пытаются вкладывать в женщин, в их вот именно бизнес-образование, с тем, чтобы сделать вот такой вот класс женщин-руководителей, бизнес-руководителей. Почему? Оказывается, это тоже опять-таки исследование. Есть такая вот корреляция между гендерным составом, скажем так, да, именно представленностью женщин в правлении и финансовыми успехами этой компании. Ну, как прописано в Джорху Кенеши, допустим, процентное соотношение женщин не должно быть меньше такого-то процента, да? Да, то есть это там, ну там в Джорху Кенеши это вот речь идет о квотах, чтобы они были представлены. Да. А здесь, чем больше женщин в управлении, тем выше финансовый успех этой компании. То есть, оказывается, там, где женщины, там прибыль, скажем так. Поэтому многие международные компании сейчас пытаются вот вкладывать в женщин, чтобы вырастить класс именно топовых таких менеджеров, руководителей в бизнес-секторе женщин. Потому что женщины, оказывается, меньше как бы рискуют. Они больше нацелены, скажем так, ну вот бережно относятся к финансам, более ответственны. Вот. Ну и самое главное, вот, наверное, раз опять-таки это доказано цифрами, значит, женщины настроены вот каждую копейку, опять ее там инвестировать еще во что-то и приумножать прибыль этой компании. То есть они не расточительны, не рискуют, более ответственны, и поэтому сейчас очень, скажем так, ну, наверное, модно назначать руководителями компании женщин, или там, например, в правлении предусматривать как можно больше женщин. И вот очень хотелось бы, чтобы вот этот международный хороший опыт был перенесен и к нам, чтобы в совете директоров больше было женщин. Мы сейчас в этой программе тоже прописываем, чтобы те же квоты, как вот, например, не менее 30% представленности одного пола распространялись и на акционерные общества с госдолей, например, госпредприятия, акционерные общества. Вот, поэтому раз весь мир пришел к тому, что, ну, я имею в виду страны с развитой экономикой, что женщины в управлении это эффективно и это к деньгам, то нам обязательно надо этим пользоваться. Вот поэтому хотелось бы, чтобы вот такие вот мировые тренды, мы тоже как бы за ними шли, раз где-то это уже подтверждено. Потом, что интересно, есть страны, которые не очень считаются страны не очень высокой, допустим, экономикой. Это ряд стран Африки, Юго-Восточной Азии. И там тоже, оказывается, по статистике женщин в предпринимательстве больше.
То есть там женщины занимаются вот больше предпринимательством. Вот. У нас, конечно, пока эти цифры не такие высокие, у нас где-то порядка, там, скажем так, 30% женщин в целом заняты вот в предпринимательстве. Вот. Ну, еще одна проблема, она в том, что у нас нет таких гендерно дезагрегированных данных, то есть именно сколько, какой вклад женщины вносят в экономику. Вот. Я думаю, что этот сбор в этой программе тоже предусмотрено, что и Национальный статкомитет, и другие финансовые институты будут вот такой отдельный сбор вести, чтобы мы могли сказать. А ведь если посмотреть, вклад женщин в экономику страны, он колоссальный. Нам достаточно вспомнить 90-е годы, когда развалился Советский Союз, и когда женщины, взяв эти клетчатые сумки, начали челночить. И они спасли свои семьи, они спасли, можно сказать, и экономику страны. Они побросали, забыли о своих дипломах, о высшем образовании, и они сидели, торговали на базаре, они ездили, привозили товар. Кто-то из них стал успешными бизнес, такими women. Поэтому вклад, я думаю, в экономику страны женщин, он просто колоссален. Иногда мы его просто не берем в расчет. Вот, поэтому, наверное, настало время государству повернуться лицом к женщинам, к женскому бизнесу и, наконец-то, оказать меры этой государственной поддержки им вот, в виде финансов, в виде информации, в виде обучения. А вот недавно, когда утверждали новый состав правительства, депутаты-мужчины, они, скажем, не совсем хорошо восприняли кандидатуру Гульмиры Абдралиевой на пост министра транспорта. Они считали, что, наверное, женщина не сможет справиться с этой сферой. Как вы думаете, они поддержат ту вашу инициативу прописать какие-то квоты, проценты при назначении руководителей объединения? Да? Ну, я думаю, насчет поддержит, наверное, поддержит, я надеюсь, да, потому что когда этот законопроект будут защищать, я очень надеюсь, что будут приводить вот эти вот то, что я выше обозначила, да, мировой опыт. Вот. А учитывая, что в Джохор Кеңеше очень много мужчин, которые в прошлом занимались бизнесом, я думаю, они все умеют считать деньги, да, и как бы к таким вопросам очень щепетильно относятся. И раз уж женщина к деньгам и к прибыли, то наверняка они этот вопрос поддержат. Что касается Гульмиры Курманбековны, я думаю, здесь в данном случае мужчины, наверное, так эгоистично или самонадеянно считают, что вот транспорт, архитектура, строительство – это сугубо мужское дело. Между тем, я хотела бы сказать, что Министерство транспорта считается одним из наиболее коррумпированных министерств. А есть также международные исследования, которые говорят, что один из эффективных способов борьбы, в том числе и с коррупцией, назначать женщин-руководителей в такие заведомо коррумпированные структуры. Так вот, мне кажется, как раз-таки это просто стереотип, опять-таки гендерный, у депутатов мужчин был. А кроме того, Гульмира Курманбековна работала заместителем министра транспорта уже. Она возглавляла огромный отдел в аппарате правительства по этим направлениям. Вот. А в аппарате правительства как раз-таки это идет координация нескольких министерств и ведомств. Она была начальником, заведующей этого отдела. Поэтому, мне кажется, их опасения, они были такие, напрасными. И просто исходя, наверное, из опять-таки вот стереотипов. И очень надеюсь, что Гульмира Курманбековна своим делом, работой своей докажет, что это были просто какая-то предвзятость. А вот скажите, допустим, у наших женщин не хватает самоуверенности в себе, уверенности в себе, чтобы начать какой-то бизнес. Как с этим бороться? Уверенность из-за чего возникает? Опять-таки от отсутствия информации, от незнания. Конечно, любая женщина, она хочет быть занятой. Если она не находит работу где-то, ей в голову, конечно же, я думаю, так или иначе приходит вопрос заняться бизнесом. Поэтому что необходимо делать? Конечно же, во-первых, наверное, если ты хочешь этим заниматься, сегодня все ресурсы позволяют информацию черпать отовсюду. Сегодня в интернете можно найти все, что угодно. Никогда не надо брать, наверное, скажем так, без определенных знаний, без обучения идти в банк и брать деньги в кредиты особенно. Надо обязательно пройти эти тренинги, это обучение, поговорить с людьми, которые уже чего-то достигли, собрать всю необходимую информацию, узнать больше о том деле, чем ты хочешь заниматься, изучить рынок, да. Поэтому, когда вся эта информация у тебя будет, конечно, ты будешь уверена. Женщины не уверены прежде всего из-за отсутствия информации, из-за отсутствия финансов.
Потом, как правило, на женщин обычно, ну, они всегда еще как бы ущемлены в имущественных правах. То есть, как правило, имущество все записывается на представителей мужского пола. И когда ты идешь в банк взять кредит, тебе говорят, у тебя есть залог, да, чтобы ты выставила все как в обеспечение, и у женщин нету залога. Или, допустим, имущество на мужа, а муж где-то вот не доверяет ей и, естественно, не дает разрешения на то, чтобы заложить это имущество. Здесь на помощь таким женщинам должен приходить гарантийный фонд при правительстве, который будет перед тем или иным банком давать гарантию, что если эта женщина возьмет кредит и не погасит, то гарантийный фонд это сделает. Но, как правило, 99,9% женщин погашают свои кредиты, ранее взятые. Это тоже вот статистика. Как правило, женщины являются добросовестными плательщиками по кредиту. Вот. И более того, почему женщины не могут разбогатеть, наверное, занимающиеся бизнесом, это высокие процентные ставки. Как правило, они берут микрокредиты в микрофинансовых организациях. Как правило, там очень высокие процентные ставки. Поэтому все, что она зарабатывает, она вот в счет обслуживания этого своего кредита тратит. Вот. А если будут кредитные займы с низким процентом вот от государства, да, от 3 до 5%, максимум до 7%, ну пусть будет до 10%, или же еще лучше, скажем так, какие-то вот фонды, которые будут давать суды беспроцентные на определенный срок, то это было бы, конечно же, замечательно, и это было бы просто большим подспорьем для женщин. И плюс какие-то налоговые льготы, чтобы были. То есть вот это все мы прописываем в нашей государственной программе. Эти меры поддержки должны быть. Сегодня соседние страны, наши тоже вот стратегические партнеры, они все поддерживают женское предпринимательство. И есть международные разные индексы, где Кыргызстан ухудшил свои позиции, и где у Кыргызстана еще мы очень отстаем от того же Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, России, от наших соседей. Поэтому, мне кажется, надо наверстывать упущенное. И пора, вот еще раз хочу сказать, повернуться лицом к женскому бизнесу. Я хочу еще одну очень важную вещь сказать. Президент, выступая вот на своей инаугурационной речи, он сказал, что мы в течение определенного времени постараемся вернуть всех мигрантов. Ну, мы сегодня реалистами должны быть, конечно, наверное, всех не получится вернуть, люди всегда ищут, где им лучше. Вот. Но мы хотя бы можем этой программой остановить отток женщин, которые сегодня вынуждены из-за отсутствия работы уезжать, оставляя своих детей, делая своих детей социальными сиротами. Сегодня выросло целое поколение детей, которые выросли без родителей, при живых родителях, с родственниками. Есть отдельные случаи, когда они подвергаются насилию со стороны родственников. Поэтому вот эта программа, она и будет нацелена на то, чтобы женщина, которая сегодня сидит на пособии, стала налогоплательщиком, чтобы она перешла в разряд бизнес-вумен, которая будет платить налоги. Сегодня, если посмотреть, сколько миллиардов мы тратим на пособие по бедности, то, наверное, это колоссальная сумма. Если только какую-то ее часть выдать этим же женщинам в виде микрозаймов на свой бизнес, эффект будет гораздо лучше. Они из получателей пособий перейдут в разряд людей, которые будут еще и впоследствии платить налоги. Поэтому, мне кажется, выгоды от этой программы, они очевидны. И, это, наверное, даже неоспоримый факт, что ее надо поддержать и как можно раньше принять. Мы с этим тоже очень сильно опаздываем. А есть какой-то универсальный рецепт, чтобы заниматься бизнесом, уделять времени семье, детям? Что надо знать? Мне кажется, здесь вот опять-таки тайм-менеджмент, когда женщина должна четко свое время определить, сколько ей на бизнес, сколько ей на семью. Конечно, когда речь идет о женщинах с маленькими детьми, здесь без посторонней поддержки не обойтись. То есть государство должно создать условия, чтобы дети могли ходить в садик, если это дошколята. Чтобы это были группы продленного дня в школе, чтобы детки могли тоже там где-то находиться. Конечно же, это помощь родственников, бабушек и дедушек. И когда женщина сможет уже говорить, что вот это время, пока мой ребенок
в садике, в школе я могу уделять себе, бизнесу, развитию, то здесь уже все пазлы, я думаю, будут благополучно складываться. А универсальный рецепт, первое, мне кажется, это все равно твое желание. Второе – это нацеленность на успех. Это уверенность в себе. Это поддержка людей, государства. Ну, конечно, это однозначно знание. Вот, может быть, прям таких навыков сразу нет, но они прибавляются со временем, это опыт приходит, это быть таким коммуникативным, общительным, как можно больше спрашивать, не стесняться, делать шаги, где-то падать, может быть, опять вставать, но тем не менее это все твой опыт, который будет потом работать на тебя. Вот, наверное, и есть вот этот рецепт, который использовали, наверное, все те женщины, которые сегодня успешны. Вот, и надо просто самое главное еще делиться. Если у тебя есть какие-то знания, то не пожалей поделиться ими еще как минимум с 5 женщинами. Эти 5 женщин еще поделятся с 5. И вот так мы, как говорится, протянем руку помощи друг другу. Ну и в завершении посоветуйте нашим женщинам, которые хотят, может быть, даже чему-то уже учатся, набираются знаний, но все еще боятся вступить на этот путь ведения бизнеса. Посоветуйте им что-нибудь. Ну, наверное, уже сегодня хотя бы открыть курс «Основы бизнеса», наверное, следить за нами в целом, посетить странички Курак, попытаться что-то для себя полезное взять, следить за госпрограммой. И не бояться, наверное, не бояться. Если есть какая-то задумка, уже сегодня масса информации, где можно ее черпать и как стать. И, конечно же, записываться вот в число менти, которые хотят сегодня пройти вот курсы этой подготовки. Быть просто самой активной, следить. Сегодня, мне кажется, у всех есть доступ к интернету. Сегодня практически 98% граждан нашей страны имеют доступ в интернет, поэтому вся информация необходимая там есть. Ну и, конечно же, посетить, я уже сказала, социальной страничке Курак, там есть контакты. Каждая из женщин, которая сегодня является членом Курак, очень общительный, всегда протянут руку помощи, потому что это тоже часть нашей философии. Научился сам, обязательно поделись знаниями с другими. Поэтому с удовольствием, если ко мне кто-то обратится, если обратятся к другим членам Курак, мы никогда не откажем. Более того, у нас бывает какие-то вот встречи, вот, о них тоже можно спрашивать, и когда будет такая следующая встреча, можно прийти послушать. Поэтому, мне кажется, если есть возможность посещать вот эти тренинги, семинары по основам ведения бизнеса, в целом по лидерству, надо не жалеть себя инвестировать. Даже если это какие-то платные курсы или там семинары, мастер-классы, возможно, там необходимо какой-то входной билет купить, не надо жалеть от себя, потому что вы однозначно, я хочу сказать, выйдете оттуда уже совершенно с другим взглядом. Ну, я надеюсь, правительство примет вашу программу. К 8 марта это было бы вообще великолепным подарком, я думаю, для наших женщин. Конечно, мы реалисты. Мы тоже хотели очень, чтобы это было к 8 марта, но хотя бы пускай к Норузу нас обрадует правительство. Я очень надеюсь на это. Спасибо большое. У нас в студии была член правления общественного объединения «Женский форум Курак» Алтынай Сейтбековна Умурбекова. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.